Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем об убийстве охранника в центре Казани. Нашел, позвонил, приехали. Я ближе, чем на 3 метра не подходил. Тело мужчины обнаружил его напарник рано утром. Обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере Альбине Сазоновой продлили меру пресечения. Я прошу вас дать мне домашний арест, так как у меня маленький малолетний ребенок, и впереди у нас ожидает школа. Что решил суд? Хотел порадовать маму, но добился противоположного эффекта. У меня мама на глаз операцию сделала. Я на радость пошел выпить. Нетрезвого мужчину задержали полицейские в цветочном павильоне в Казани. Об этом и не только прямо сейчас. Тело охранника офисного центра обнаружил его напарник этим утром на улице Рустема Яхина. Как считает следствие, 60-летнего мужчину убили. Коллеги погибшего говорят, что последнюю запись в обходном журнале он оставил в полночь. Полицейские уже задержали подозреваемого. Айрат Назипов был на месте происшествия. Нашел, позвонил, приехали. А он еще жив был? Я ближе, чем на 3 метра не подходил. Тело убитого охранника обнаружил его сменщик. Он пришел на работу в 7 часов утра. Говорит, что напарник по инструкции должен был проводить обход территории каждые 2 часа. В 12 часов последняя запись была, что он ходил. Судя по записи в журнале, 60-летнего мужчину убили ночью. Коллеги о нем практически ничего не знают. Говорят, что он устроился на должность охранника лишь месяц назад. В никаких конфликтах замечен не был. Обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде травм головы. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В деле уже есть подозреваемый. Сегодня вечером полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания. Известно, что ранее он уже был судим. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов-112. 26-летний житель Набережных Челнов пойдет под суд за то, что избил 11-летнего мальчика, который задел веткой окно его квартиры. По версии следствия, ребенок вместе со своим ровесником хотели построить шалаш возле многоквартирного дома в поселке Зяб. Собрав ветки, они пошли воплощать свою идею в реальность. Вот только по пути зацепили окно одной из квартир на 1-м этаже. Ее хозяин, выбежав на улицу, схватил мальчика за шиворот и горло, после чего бросил на асфальт. Пострадавший получил перелом затылочной кости. Дальнейшие действия подозреваемого были пресечены прохожими. После этого мальчик пошел домой и рассказал родственникам о произошедшем. В результате злоумышленник был задержан сотрудниками Росгвардии. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему». Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. В Набережных Челнах продлили меру пресечения Альбине Сазоновой. Главу агентства недвижимости обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В деле более 1,5 сотен пострадавших и ущерб на сотни миллионов рублей. Как считает следствие, женщина получала от клиентов деньги за квартиры, но оставляла их ни с чем. Продолжит ли Сазонова находиться в СИЗО или ее отправят под домашний арест, расскажет Нафиса Минязова. Я прошу вас дать мне домашний арест, так как у меня маленький малолетний ребенок, и впереди у нас ожидает школа. Я своих обязательств не отказываюсь, и никуда выклоняться от следствия я не собираюсь. С такой просьбой к суду обратилась Альбина Сазонова. Женщина не признает вину в предъявленных обвинениях. Кроме нее в зале заседания адвокаты, сотрудники правоохранительных органов и только 2 потерпевших. Остальные ждут решения на улице. За время следствия они разделились на 2 лагеря. Одни считают, что Сазоновой достаточно домашнего ареста, а другие настаивают на заключении в следственном изоляторе. Она уже просидела 3 месяца на домашнем аресте, и никаких движений в нашу сторону не было. Ни от нее, ни от ее представителей. Очень много семей остались на улице без квартир. Наша инициативная группа будет просить суд о том, чтобы ей избрали меру пресечения более мягкую. Почему не смогла выполнять, когда находилась под домашним арестом? Объективно, потому что была официально объявлена пандемия. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела она брала у клиентов деньги, обещая предоставить им квартиры. В итоге 160 человек обещанного жилища так и не дождались. Сумма ущерба в настоящее время оценивается в 306 миллионов рублей.
май. Продлить срок содержания под стражей обвинения Сазонова Альбина Хадиса на 2 месяца, 0 суток, а всего до 7 месяцев, 0 суток, то есть до 27 октября. До этого времени женщина пробудет в СИЗО. Следствие по громкому делу продолжается уже 5-й месяц, и число пострадавших продолжает расти. Нафиса Минязова, Эльмира Гайнутдинова, Радик Ганеев, вызов 112. 42 года заключения на троих получили жители Татарстана за производство в подвале дома мефедрона. По материалам дела идея организовать нелегальный бизнес принадлежала Роману Табакаеву. Изучив в интернете технологию изготовления наркотиков, он решил приготовить зелье и привлек к этому процессу своего родственника Александра Боровкова. Искусственно созданное наркотическое вещество они продавали или употребляли сами. Помогал им в этот отец Романа Табакаева Евгений, которому прокуратура отвела роль пособника. Впрочем, адвокат последнего вину в предъявленных обвинениях отрицал, заявляя, что Табакаев-старший узнал о действиях сына за несколько дней до задержания и убедительно просил его отказаться от криминальной затеи. Суд в эту версию не поверил. Мужчине дали 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его сын получил на 5,5 лет больше. Александр Боровков проведет за решеткой 15 лет и 1 месяц. Хотел порадовать маму салютом, но в итоге огорчил ее тем, что попал в отдел полиции. Буйного мужчину задержали сотрудники группы быстрого реагирования на улице Проточная. По рассказам очевидцев, он хамил и пугал продавцов и посетителей цветочного магазина. С чего все началось и чем закончилось, знает Илья Хайруддинова. Мы его здесь выпроводили, он потом начал буянить. Как только нетрезвый мужчина стал буянить, сотрудники цветочного павильона вызвали на место группу быстрого реагирования. До их приезда он, говорят, угрожал им расправой и бил по стеклянным дверям. Однако, увидев людей в форме, нетрезвый посетитель успокоился и делал вид, что ничего не произошло. А что, сотрудницы магазина поругались, что ли, с ними? Почему они вызвали ГБР? Я не помню. Повод зайти в магазин цветов, добавил, был весомым. У меня мама после операции на глаз операцию сделала. Я на радость пошел выпить. Вот все. Хотели ее порадовать, да, я так понимаю? Да, пошел выпить. Пошел, хотел салют взять. Однако вместо того, чтобы порадовать маму, мужчина отправился в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Пожилой мужчина умер за рулем «Лады Ларгус». По рассказам его супруги, они ехали по улице Лео Булачной, и ее муж стал жаловаться на боли в сердце. Мужчина потерял сознание, и машина влетела в забор. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть водителя. 29 человек погибли, еще 285 получили травмы с начала этого года на дорогах Татарстана. И все это по вине пьяных водителей. Такую статистику приводит Госавтоинспекция республики. Только за 7 месяцев этого года они выявили около 8 тысяч нетрезвых водителей. 682 из них управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно и были привлечены уже к уголовной ответственности. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления нетрезвому водителю, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения, а также за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортных происшествий. Не вписалась в поворот, протаранила забор и снесла дорожный знак. Девушка за рулем Mitsubishi Outlander попала в аварию на улице Мусина. По версии очевидцев, она хотела заехать во двор, не сбросив при этом скорость. Теперь ей предстоит не только восстанавливать свою машину, но и потратиться на ремонт городского имущества. Татарстанские автоинспекторы пришли на помощь беременной женщине. Во время патрулирования к инспектору ДПС, лейтенанту полиции Ильназу Шавалиеву, обратился водитель легковушки. Он объяснил, что его жена в положении и ей стало плохо. Попросил оперативно сопроводить до больницы. Сотрудник ГИБДД не отказал. Благодаря его действиям роженице вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 89869 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.